Основная цель создания информационной группы – это ознакомление горожан с посланиями президентов страны и республики, обсуждение вопросов, возникающих в различных сферах деятельности города. Директор предприятия «Сибай-Водоканал» Тахир Муладжанов рассказал собравшимся о повышении тарифа на воду и призвал горожан, не установивших приборы учета воды, все же сделать это в ближайшее время. Жителей частного сектора интересовал вопрос ремонта сети водоснабжения. Сегодня администрация работает в этом отношении, ведь многие сети ставятся на кадастровый учет, но у нас все равно много сетей самостроя, так называемых. Сегодня мы пошли по тому пути, что заключаем договора на техническое обслуживание с этими людьми, и стоимость ремонта, в общем-то, уменьшается намного, если на одной системе водоснабжения, например, длиной 100 или 200 метров сидит 10-15 домов, то, понятно, там собственник порядка 15-20 человек. Если стоимость среднего ремонта на этой сети 4-5 тысяч, это все равномерно распределяется и представляется по квитанциям. Также многих присутствующих интересовало, как ведется борьба с магнитами на приборах учета воды. Тахир Талибович пояснил, что на современные счетчики магниты не реагируют, а выявляемых нарушителей они заносят в черный список. Вот начальник правового отдела Межрайонной налоговой инспекции номер 37 Раиль Тангетбаев рассказал о преимуществах личного кабинета. В данном личном кабинете вы можете посмотреть информацию о себе, то есть о себе в плане того, на какие объекты происходит налогообложение, то есть на какие объекты, правильно ли учитываются эти объекты, то есть, допустим, транспорт, правильно ли там указывается количество лошадиных сил, те ли объекты указаны, на которые начисляются налоги, площадь, стоимость объекта, на который производится начисление. И в том случае, если вы увидите там какую-то ошибку, с чем вы не согласны, вы можете в этом же личном кабинете составить, скажем так, обращение и отправить в электронном виде к нам, на которые в течение 10 дней мы вам ответим. Коллектив преподавателей задавал многочисленные вопросы представителям информгруппы, на многие из которых были получены исчерпывающие ответы. Работников образования интересовали вопросы очистки дорог в поселках, освещения улиц в ночное время, расписания автобусов, налогообложения на транспорт и земельные участки. Проведение подобных информационных встреч важно, поскольку на них каждый имеет возможность лично пообщаться с представителями власти и тут же получить ответы. Елена Афанасьева, Альфия Янчурин, Дамир Хайбулин, Гульгина Раскильдин, телекомпания СТВ.